Доброе утро, страна! Говорим о лидерах. И в гостях у нас те люди, которые вот решили проявить инициативу. Что они сделали, я расскажу немного позже, пока представлю их. Это Дастан Салават и Чебек Абышева. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о том, что же вы такое сделали. Да. Мы проводим игру «Мафия» кыргызча на кыргызском языке. А как переводится мафия на кыргызский язык? Вот. Мы не знаем, поэтому мы ее не перевели. Скорее всего, она не переводится, также остается мафией. Оно приобретенное слово, и поэтому Да, оно не заимствованное. переводится на кыргызский. Вы, Татьяна, недооцениваете наших лингвистов, по-моему. При желании они переведут что угодно. Даже кровать в Киреве 5 сек. Итак, все-таки возвращаясь к игре. Какие кардинальные изменения есть? Вообще, давайте начнем с того, что для чего вы перевели игру на кыргызский язык. Хорошо. Да, это очень важно. Мы проводим мафию кыргызча для того, чтобы среди городской молодежи популяризировать кыргызский язык сам, да, то есть разговорный такой, который используется в жизни. Вот. И почему мы выбрали именно игру «Мафию», да, вообще почему игру выбрали? Потому что в игровой форме это наиболее доступно и как бы очень легко делается. И учитывая то, что среди городской молодежи игра популярна, мы ее взяли за основу. Вот. Проводим мы ее... Какие изменения, да, мы внесли в игру? Во-первых, сам факт того, что мы проводим игру на кыргызском языке. И отвечают тоже на кыргызском языке. Да, то есть исключительно на кыргызском языке. Все правила, они составлены на кыргызском языке. Я так понимаю, что в первый раз, когда человек приходит поиграть в кыргызскую мафию, если, не дай бог, его выносят на всеобщее голосование, его, как правило, казнят. Да, то есть если он не защитит свою точку зрения, да, ну, не оправдается, не выскажет речь на кыргызском языке, не скажет хорошую, то его могут исключить из игры. У нас даже предусмотрены штрафы за каждое не кыргызское слово. То есть слово не произнесено не на кыргызском языке. Эти штрафы, они символические, но в сумме они образуют призовой фонд для победившей команды. Это некий стимул. Я так понимаю, что у вашего клуба в Нарыне не будет никогда. Ну да, проект сам направлен на городскую молодежь, потому что в основном проблема незнания, да, вот неиспользования государственного языка, она преобладает больше у нас в городе. Проводится это все в каком-то специализированном месте, в юрте, или все-таки я немного утрирую? Нет, правильно говорите, в юрте. Мы первую игру проводили в юрте. Это было Курултай молодежи. На Исыкуле он проходил. И первую игру мы провели на самом деле в юрте на берегу озера. Вот. А потом мы приехали в город, провели еще одну игру, и опросили участников, и они нашли игру актуальной. Поэтому мы продолжаем сейчас ее проводить. Ну, уже как бы в городе нет возможности проводить в юрте, мы проводим ее в заведениях. На Иссыкуле, наверное, водолазов надо туда отправлять, потому что столько утопленников, наверное, после вашей игры на берегу озера. Ну, шутки шутками, давайте все-таки о серьезных вещах. Какие персонажи присутствуют? Да. Есть персонаж, самый главный, это мафия, мы его не стали переводить, потому что она всем известна, и за счет этого мы как бы... Вы сразу картинки показываете, чтобы все видели, как выглядит представитель кыргызской мафии. Вот видите, такой стандартный итальянец или американец, возможно. Да. Это пока рабочие карты, мы полностью их переделаем, сделаем их в стиле кыргызского культуры. Вот. И второй противоположный персонаж — это мирные жители, Эльдим Балдары. Стандартный кыргыз, вот посмотрите, как он выглядит глазами создателя. Кыргызской мафии. То есть, если говорить о сюжете, то это вот Жолдош полковник, комиссар, он защищает мирных жителей. Он распознает мафию и помогает мирным жителям найти мафию, определить. Так, дальше у нас есть персонаж, которого мы назвали Доктор Бек. Да, в честь известного медика. Вот. Это терапевт, наверное. Да. Человек, который может решить все ваши проблемы при помощи одной таблетки. То есть он выступает в роли такого помощника, лечителя мирных жителей, да, в случае, если мафия их убивает. Так, и в принципе все, это все... Если я не ошибаюсь, Албарсты еще был. Албарсты, да, кстати. Человек, который ходит и душит всех по ночам. Да, Албарсты тоже есть. Мы его включили в игру в качестве... Я не могу ее найти. Ну, ладно, в следующий раз, да. Албарсты, у него очень такая интересная роль. Он ночью, когда все засыпают, просыпается и выбирает себе
жертву, да, так сказать, и душит его. И, то есть на протяжении одного круга игры этот игрок не может говорить. То есть он лишает его права защищать свою, да, позицию, поэтому он сидит молча. Поэтому Вот. нужно нож под подушку, как советуют. Вот. Также во время игры мы стараемся не просто как бы перевести игру на кыргызский, чтобы люди разговаривали. Мы хотим, чтобы они погружались в нашу культуру, да, знакомились с историей. Мы, например, даем также 2 больших словаря, ставим на стол, и любой игрок вправе во время игры им воспользоваться. Допустим, если ему сложно построить свою речь, да, запланировать, он может воспользоваться словарем, посмотреть нужные ему слова и подготовить Вы на свою это речь. ему даете время. То есть во время игры это происходит время в игры. свободной форме, он попросил словарь, посмотрел, то есть... Хорошо, Вот. скажите, пожалуйста, а вот мафия на кыргызском, а есть какие-нибудь вот именно кыргызские обычаи у вас в игре? Да. Расскажите, пожалуйста. Вот, допустим, в течение игры у участников есть возможность покушать наш национальный борсок. Также в игре присутствуют национальные напитки. Ну, как бы это Да, тоже мы их такой угощаем, это своего рода А кофе-брейк. свадьбы бывают во время игры? Это еще не было. Знакомятся, женятся? Но это все коллаборация. Мы стилизовано, только да, я так начинаем сейчас понимаю? дальше. Прям вот да. серьезно, вы переодеваетесь в костюмы какие-то или что? Или... Нет, Ну, пока этого наверное, нет. Нет? пока Нет, да? Мы не Ну, хотим... обходится да, пока борсоками. Я так Да. понимаю, Пока вот, Джибек, у меня вопрос следующий. Вы говорили о том, что собираетесь вот сделать небольшой ребрендинг, по новой, скажем так, нарисовать. Возможно ли то, что вы внесете новых персонажей? Да, конечно, мы не исключаем такое. Да, мы хотим полностью... Сейчас потихоньку будем включать своих персонажей, брать из истории, да, кыргызской, включать. И хотим немного отойти от сюжета данной игры «Мафии», где происходят частые убийства, казни, да, насильство. То есть мы хотим свою игру, более позитивную, но по принципу «Мафии», основной игре. Мгм. Вот. То есть, возможно, на основе мафии появится наша вот кыргызская игра, Да. которая будет так же популярна, как и повсеместно сейчас станет Скороджергова. Да, возможно. Ну что ж, вам спасибо большое, вам успехов. Желаем все-таки вот покинуть эти пределы и найти что-то свое. Конечно, как только появится, приходите в гости и рассказывать, мы будем рады вам. А я напомню, что в гостях у нас Дастан Салават и Джибек Абышева. Утро лайв продолжается, мы продолжаем говорить о лидерстве. Звоните 57 77 97.